В Кыргызстане могут вырасти цены на хлеб и мучные изделия. В России поднялись отпускные цены на пшеницу. Именно из этой страны Кыргызстан импортирует большую часть пшеницы для производства хлеба. Кактус Медиа разбирался в ситуации. Знаете, да, в прошлом году и климатические условия были. В каких-то регионах были, значит, наводнения, в каких-то регионах была засуха. Поэтому в одном регионе хороший, в другом не очень. И если взять всю массу, тогда, конечно, именно качественной пшеницы третьего класса было меньше. На подорожании пшеницы сказывается и рост цен на транзит через Казахстан, которые повышались уже несколько раз за последние годы. Максимально то, что может быть, это может на 10% может подняться стоимость муки. Но это не критично, скажем так. Если мы сейчас продаем мешок муки по 1500 сомов, он будет стоить 1600 сомов. Но мукомолы говорят, что в ближайшие несколько месяцев смогут удерживать рост цен за счет имеющихся собственных двухмесячных запасов и тех, что находятся в фонде Госматрезервов. Значит, порядка 33-35 тысяч тонн пшеницы, месячная потребность. У нас порядка 65-70 тысяч тонн пшеницы есть в запасах. Еще есть готовая продукция, это мука есть. Плюс в фонде государственных материальных резервов тоже есть запасы, 4-5-месячные. Мукомолы считают, что этих запасов хватит до стабилизации цен, то есть сбора нового урожая в России. Дело в том, что яровые культуры сеют с начала весны до начала лета и начинают убирать в конце июня или начале июля.